К другим темам. 4-й год ленчане, жившие в ветхих домах, празднуют новоселье в новых квартирах. С 2013 года Ленск участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. Одними из новоселов стала семья Пуховых. На днях к ним в гости заглянул руководитель администрации главы и правительства Якутии Юрий Куприянов. В Ленске он находился в краткосрочном отпуске и также принял участие в дебатах предварительного голосования партии «Единая Россия» по выбору кандидата в Государственную Думу. Подробности визита далее. Здравствуйте. 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 Да, я многие. Здравствуйте. 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 Мы очень рады. Юрий Степанович, Ирина Сергеевна. Мы очень рады, что вы любезно согласились с нами встретиться и сказать, наверное, все республики. Конечно, все. Правильно ли мы поступаем, когда обеспечиваем, переселяем людей с аварийного жилья? Это очень правильно, потому что сами бы мы, во-первых, не в силах это все оформить, и не у каждого есть столько средств, чтобы купить жилье. И поэтому вот эта программа, это очень хорошая программа, которая дает людям шанс. Очень благодарна нашему правительству якутскому, потому что если бы не вы, денег бы не выделили, тогда бы мы ничего не получили. Давай. Мы за то, чтобы эта программа, смотрите, существовала дальше. Радушная хозяйка пригласила всех на кухню. За кружкой горячего чая завязалась теплая беседа. Я имею ленские корни, но они далекие очень. Но, тем не менее, о них тоже должны люди знать. Мой дедушка, Куприянов Николай Степанович, родился и руководил колхозом в селе Артунахара. Но тогда, наверное, не Артунахара было, а у них колхоз где-то в Чаянде образовался. Был где-то вот в Чаянде. Погиб в годы войны в 1942 году под Ржевом. Деревня Холм, Березуйский, Ижевская область. И у нас якутян, около 600 человек погибли в боях за Родину в 1942 году под Ржевом. А Ирина Сергеевна все не могла наговориться о своем. Жили по Орджоникидзе 31. Конечно, квартира была очень убитая, можно даже так сказать, потому что там очень было холодно. Мы жили на первом этаже, и там жить было невозможно. А когда нам в этом году посчастливилось, просто мы были на 7-м небе отчасти, только потому что нам вызвал у нас Александр Александрович себе и сказал, что в этом году мы вам дадим новое жилье. Радует, что количество новоселов в республике будет расти и дальше. В этом году главой республики поставлена задача ввести в строй не менее 600 тысяч квадратных метров жилья. Основную долю, почти половину этого занимает доля строительства переселений с аварийного жилья. И эту программу главой Егором Афанасьевичем отстоянное правительство Российской Федерации, поддержанное сегодня правительством Российской Федерации, она финансируется из федерального центра, с республиканского бюджета и муниципального бюджета. А итог какой? Итог – радостные лица тех людей, которые въезжают в эти новые дома. Марина Захарова, Денис Семенов, НВК «Саха», Ленск.